Добрый день. Итак, суммативное оценивание за раздел «Что такое хорошо, что такое плохо». За второй раздел получается 3 класс, русский язык. Первое задание. Прочитай текст и выполни задание. Текст называется «Что легче?» Автор Асеева. Пришли 3 мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчишки, не заметили, как день прошел. Идут домой, боятся. Попадет нам дома. Вот остановились они на дороге и думают, что лучше, соврать или правду сказать. Я скажу, говорит первым, будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться. А я скажу, говорит второй, что дедушку встретил, обрадуется мать и не будет бранить меня. А я правду скажу, говорит третий. Правду всегда легче сказать, потому что она правда, и придумывать ничего не надо. Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка, глядь, лесной сторож идет. Нет, говорит, в этих местах волка. Рассердился отец, за первую вину рассердился, а за ложь вдвое. Второй мальчик про деда рассказал, а дед тут как тут в гости идет. Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь вдвое. А третий мальчик, как пришел домой, так и с порога во всем признался. Поворчала на него тетка, да и простила. Итак, первое задание. Сформулируйте 3 уточняющих вопроса по тексту. Почему первый и второй мальчик рассердили родителей? Действительно ли правду говорить проще, чем ложь? Верно ли, что третий мальчик сказал правду? Задание номер 2. Раскрой характер героев произведения, заполните концептуальную таблицу. В данной таблице нужно образ, описать нравственные качества, отношения к жизни и оценить героев, то есть первого, второго и третьего мальчика. Задание номер 3. Сочинение на тему, что такое хорошо, а что такое плохо. У каждого свое понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. С детства этому учат нас родители, поощряя некоторые наши поступки и наоборот, ругая нас за другие. Очень важно правильно толковать эти две вещи, поскольку именно от хороших или плохих мыслей, а также действий зависит наша дальнейшая жизнь. Хорошо творить добро, помогать людям и радоваться жизни. Плохо быть злым и угрюмым, совершая плохие поступки и подставляя людей. Выбирай, по какой дороге тебе идти, хорошей или плохой. Создайте постер «Лучшие качества человека». Здесь нужно в середине написать лучшие качества человека, не обязательно рисовать данную карикатуру, и перечислить лучшие качества. Это бесстрашие, выносливость, коллективизм, настойчивость, остроумие, скромность, доброта, смелость, честность. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписаться и поставить лайк, написать комментарий. Спасибо.